Здравствуйте, вы смотрите «Актуальное интервью», в студии Надежда Саханская. Программа поддержки инициативного бюджетирования реализуется в России 10 лет. Всероссийский конкурс проектов инициативного бюджетирования проводится в целях выявления и распространения опыта лучших российских проектов, а также стимулирования и развития инициативного бюджетирования в нашей стране. Проект успешно реализуется и у нас в республике с 2023 года. Вот о школьном и молодежном бюджетировании мы сегодня и поговорим. Гостья у нас в студии Лариса Павлова, заместитель министра финансов Республики Саха. Лариса Афанасьевна, добрый день. Добрый день. Давайте напомним нашим зрителям, что такое все-таки школьное и молодежное бюджетирование. Школьное инициативное бюджетирование, в аббревиатуре ШКИБ, мы начали реализовывать в развитии взрослой программы поддержки местных инициатив. Взрослая программа поддержки местных инициатив у нас реализуется с 2017 года. И за 7 лет реализации мы достигли внушительных результатов. Если в цифрах, то за 7 лет реализации мы направили на финансирование взрослого инициативного бюджетирования 5,3 миллиарда рублей, из которых 3,8 миллиарда рублей – это средства государственного бюджета. Остальные средства – это практически 1,5 миллиарда, это средства местных бюджетов и софинансирование от вкладов граждан и от спонсоров. Более 2500 проектов по взрослому инициативному бюджетированию у нас реализовано в республике. А школьное инициативное бюджетирование мы решили реализовывать в связи с тем, что так как взрослое инициативное бюджетирование у нас развернуто, мы решили все-таки привлечь молодежь. А как привлечь молодежь? Нужно действительно заинтересовать и студентов, и школьников участвовать в реализации инициативных проектов. Попросту говоря, школьное инициативное бюджетирование, что на определенную школу выделяется определенная сумма средств, и соответственно, школьники сами самостоятельно, естественно, под руководством руководителей своих, учителей, выбирают те проекты, которые они считают необходимым для своей школы. И в 2022 году, в конце 2022 года, эксперты НИФИ и Минфина России у нас провели большой пул таких мероприятий обучающих. Там обучилось и 250 педагогов, и школьники принимали активное участие. И вот так вот мы развернули школьное инициативное бюджетирование. Но мы начали очень аккуратно, потому что это понятие ШКИБ, школьное инициативное бюджетирование, было новое для директоров школ, и поэтому мы начали только с 10 пилотов. И близлежащие школы, город Якутск и ГО Жатай. А кто может принять участие в проекте? Достаточно быть инициативным школьником или все-таки тут нужны и школьники, и педагоги, которые бы рассмотрели их заявку? В 2023 году, как я уже сказала, мы реализовывали в пилотном режиме 10 школ, 10 участников нашего пилотного проекта. И по итогам реализации мы получили очень хороший отклик от педагогов, получили хороший отклик от детей, провели первый фестиваль школьных инициативных проектов. И в 2024 году мы решили все-таки увеличить финансирование и уже привлечь 20 школ. В 2024 году у нас уже участвовало 19 школ и 7 районов. Мы уже работали не только со школами города Якутска и ГО Жатай, городских округов, но и сельской местности. И также в 2024-м очень был успешный проект. И вот по итогам 2 лет у нас реализовано уже 56 школьных проектов. Проекты вообще замечательные. И поэтому, получив вот такой опыт, в 2025 году мы решили распространить это на всю республику. Теперь у нас он идет, школьное инициативное бюджетирование реализуется на конкурсной основе. И вот мы выбираем школьные проекты уже по всей республике, посредством, конечно, цифровой платформы. Какие проекты выдвигают ребята? Ребята выдвигают, фантазия у них, конечно, неисчерпаемая, но вообще, если взять статистику, те проекты, которые выдвигают дети на собраниях, вот именно победившие проекты, то это в основном, конечно, зоны отдыха. 35% из всех проектов занимают зоны отдыха. Они предпочитают и коворкинг, такие зоны,
и мягкие зоны, где они могут общаться, делиться своими идеями, мероприятиями. Потом, конечно, много проектов фото, медиастудии. Даже есть радиостанция. И различные вот иные проекты, такие как сенсорная комната, предположим, вот школьники с Гоужатай, у них они реконструировали тир, стреляют сейчас вот ребята. Ну, вообще проекты очень интересные. Зоны, например, в библиотеке, интерактивные экраны, сценические костюмы, фотозоны. Вот такие проекты у нас предпочитают школьники. Жаль, конечно, что в мою школьную бытность не было такой программы. Да. Давайте поговорим о финансировании. Какая сумма в этом году в бюджете нашей республики заложена? В этом году мы заложили в бюджете 5,8 миллиона рублей. У нас получилось в среднем 270 тысяч на один проект. Но так как мы уже приняли новое постановление правительства, которое регламентирует школьное инициативное бюджетирование, 20 марта номер 108, вот кто хочет, может посмотреть вот это постановление. Там немножко изменены критерии отбора, потому что мы там ввели определенные критерии, в том числе и софинансирование. Во-первых, у нас введено софинансирование из местных бюджетов, а также мы приветствуем, даем дополнительные баллы, если будет софинансирование от спонсоров или же софинансирование от родителей. Угу. Давайте тогда поговорим с вами об этапах реализации бюджетирования. То есть вот вы сказали, что ребята в школе отобрали лучший проект, который отправили как заявку на рассмотрение. А что происходит потом? Ну, после того, как пройдет конкурсный отбор, вот пользуясь случаем, хочу сказать, что заседание конкурсной комиссии у нас состоится завтра. И сразу же после того, как мы закончим отбор, мы опубликуем уже список тех школ, которые у нас стали победителями. После того, как школа объявлена победителем, они уже увидят все вот эти перечни победителей на сайте Министерства финансов, они приступают к реализации. Условие то, что вот этот школьный проект, он должен быть реализован в течение вот финансового года, то есть до конца 2025 года. Мы доводим средства до этой школы, и также они нам предоставляют определенный пакет документов, который тоже регламентирован постановлением, ну, в том числе подтверждает софинансирование. Дальше реализуют. А вообще вот этот проект «Школьное инициативное бюджетирование», оно очень повышает компетенции и финансовую грамотность учащихся. Потому что, когда они реализуют проекты, они уже начинают считать сметы, выбирают подрядчиков, делают обсчеты, делают схемы, макеты. Потом они обязаны презентовать этот проект в обязательном порядке и предоставить презентацию. Потом в конце года мы выбираем из этого пула выбираем лучшие проекты и рассматриваем их на фестивале лучших школьных проектов в конце года в декабре с участием представителей Министерства финансов Российской Федерации. Но вообще это же здорово, так получается, что сейчас закончится учебный год, какая-то школа выиграет, получит средства для того, чтобы появилась, скажем, зона отдыха, и ребятам в новом учебном году будет приятно туда возвращаться еще и за знаниями. А вот помимо нашей республики, какие еще субъекты у нас в России реализуют вот такое инициативное бюджетирование? Ну, школьное инициативное и молодежное инициативное бюджетирование, оно сейчас набирает обороты, распространено в 29 субъектах. Ну, лидерами, я считаю, по реализации школьного инициативного бюджетирования является Ханты-Мансийский автономный округ, также Республика Башкортостан. У них очень хорошие практики, хорошие проекты. Но я считаю, что Якутия, она тоже скоро станет одним из лидеров школьного инициативного бюджетирования. Но хотелось бы отметить, что вот субъектовый вариант развития школьного инициативного бюджетирования, ну, не во всех регионах он развит, в основном его реализуют муниципалитеты. А у нас вот именно на уровне субъекта, и это очень ценно. То есть так в обозримом будущем, например, с нашего региона могут и другие брать пример? Да, я так думаю, что да. Ну что ж, это звучит более чем хорошо. Лариса Афанасьевна, большое спасибо, что нашли для нас время. Приходите к нам еще по возможности. Спасибо большое.
На этом все. Вы смотрели программу «Актуальное интервью». До встречи в эфире.